Сегодня на диспансерном учете в коме с ВИЧ-статусом 3315 человек. С каждым годом эта цифра увеличивается на несколько сотен. Только за 10 месяцев этого года выявлено 312 случаев. В передовиках Сыктывкар, Ухта и Сыктывдин. Если раньше считалось, что основной путь передачи инъекционный, то сейчас половой. За этот год 75% заболевших отмечают именно половой путь передачи. По возрастной структуре у нас болеет взрослое население, в отличие от других регионов и Северо-Запада, и Российской Федерации. Это от 30 до 50 лет. Ну и, соответственно, показатели распространенности. Также очень тревожно. Ежегодно выявляется количество пациентов, но не все они встают на диспансерный учет, не все они доходят до специализированной медицинской организации и не все начинают своевременно антиретровирусную терапию. Выявляют заболевания чаще всего при прохождении стационарного лечения. Тем не менее, в регионе периодически проходят бесплатные экспресс-тестирования. Такую акцию проводили в Сыктывкаре и в Сыктывдине в конце ноября. Проверили около 200 человек. И даже среди этого небольшого количества нашли инфицированного. Между тем, ежедневно бесплатно проводит забор крови на ВИЧ региональный центр СПИД. Мы являемся референс-лабораторией для Республики Коми, то есть мы центральная лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции. Есть еще в наших муниципальных образованиях скрининговые лаборатории, но они занимаются только иммуноферментным анализом, и все положительные результаты все равно стекаются в нашу лабораторию. То есть до обследования и доведения до лабораторного диагноза ВИЧ-инфекции занимаемся мы. По данным этого года, ВИЧ-инфекцией стали болеть чаще женщины. Это значит, что увеличивается риск передачи заболевания ребенку. Пока на учете в республике стоит 21 ребенок. Все они получают лечение. Естественно, риск передачи от матери ребенку повышается с каждым годом в связи с тем, что отмечается рост именно женского населения, вовлеченного в эпидемию ВИЧ. И поэтому обязательным является обследование половых партнеров беременных, особенно если это группа риска. А вообще сейчас всех партнеров, женщины которых обращаются в женскую консультацию, независимо от ВИЧ-статуса. И все же охват тестирования населения на ВИЧ в Коми остается низким. Региональный Минздрав рекомендует включить освидетельствование на инфекцию в диспансеризацию и профобследование. Своевременное выявление заболевания и регулярный прием антиретровирусной терапии – возможность вести обычный образ жизни. Дарья Балакжанина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.